Второй день нового 2017 года столица Абхазии встречает в компании не только своих горожан, но и гостей. Традиционно Сухум для встречи самого волшебного и долгожданного праздника выбирают многие. О том, как прошла новогодняя ночь для тех, кто впервые встречает Новый год в нашей столице, мы узнавали на улицах города. Пока сухумчане неспешно пьют первый кофе у причала в 2017 году, программа новогоднего туриста в Абхазии насыщена. Успеть посмотреть все и при этом не забыть, что каникулы зимние, а не весенние, даже если абхазская погода настаивает на обратном. Мы просто в этой стране ни разу не были. Нам очень давно хотелось познакомиться с этой страной, с бытом людей и с народностями, с абхазами в частности, с армянами и всеми жителями этой страны. Ну, в интернете нашли гостевой домик и очень приятно провели новогоднюю ночь. Нам очень здесь понравилось. Гостей здесь очень много, со всей России приезжают. Так что мы, наверное, обязательно сюда приедем осенью. Ой, погода, конечно. Мы попали сюда вообще в рай. Весна, это наша весна. Мы из морозов приехали, так что мы здесь почувствовали просто весну. Осенью не пахнет, это весна, настоящая молодость, весна. Юность вспомнили, правда. Так что нам очень понравилось в вашем народ городе. Доброжелательный. Народ вообще чудесный. Чудесный. И мы очень хотим, чтобы, конечно, Абхазия процветала и восстанавливалась. В основном встреченные нами во второй день Нового года туристы в Абхазию приехали впервые. Кто из-за отзывов друзей, а кто просто потому, что очень давно мечтал попасть в страну души, в этот действительно душевный праздник. Мы приехали впервые сюда, приехали с Волгограда группой на 5 дней. Почему выбрали? Знакомые приезжали, очень хорошие отзывы. Абхазия – страна души, поэтому, собственно говоря, по рекомендации приехали. Мы решили приехать с ребенком, чтобы показать и море, и горы, и, в общем, достопримечательности, которые есть. Вчера мы успели на озеро Рица съездить, но, правда... Многие в Абхазию приехали всего на несколько дней. Решив отметить Новый год в соседнем Адлере, гости теплого края просто не смогли обойти нашу страну стороной. Мы приехали в Адлер отмечать Новый год на машине из Москвы. 30 числа мы сюда приехали, 31 были в Адлере, а сегодня поехали вот именно в Абхазию посмотреть Новоафонский монастырь, Сухуми, Гагра, Пицунда, посмотреть всю республику. Очень нравится, да, во-первых, солнышко выглянуло, поэтому такое хорошее, веселое настроение, очень красивая природа, все очень интересно. Приедете летом, может быть? Ну вот мы уже об этом и думаем, да, что летом в Пицунду надо поехать, пока на Пицунде решили остановиться. Ну, посмотрим. Москва, Тула, Волгоград и даже Сахалин с острова у восточного побережья Азии от Охотского и Японского морей и минус 20 на Черное и плюс 10. Так поступили наши следующие герои. Небо на Сахалине такую зиму, конечно. Тепло хорошо. Главное, тепло душой у вас. Нет, тепло, Вы знаете, тепло, даже да? дождь не мешает ощутить вашу доброту и ваше душевное состояние. Как новогодняя ночь прошла? Волшебно. В семейном кругу, у теплой печки. Дом на берегу моря, Да, на все берегу. родственники приехали, так Да. было Так что душевно, прошло веселились, очень-очень вообще хорошо. здорово. Что пожелаете Абхазии? Абхазии. Мира, Не, ну мир обязательно. счастья. Всем жителям Абхазии. Я бы И, вот... конечно, чтобы вы гордились своей страной. А, это не надо, это они так гордятся и правильно Гордились делают. всем. Это самый гордый в хорошем смысле народ. Вот. Я бы чуть-чуть бы экономического, вот, быстрого, бурного роста, чтобы, ну, вот такой вот, ну, это жемчужина рай, чтобы асфальт был ровненький, такой, вот чуть-чуть мелочь. То есть, а то, знаете, приедешь, а все сделано, уже неинтересно жить. Значит, у вас чуть-чуть есть для развития тема, смысл жизни есть. В праздничные дни активно работают службы такси, трансфера, турфирмы. Туристы группами изучают Абхазию с запада на восток, от обзорных городских до высокогорных экскурсий. Гости страны желают в самые первые дни года увидеть как можно больше, чтобы потом вспоминать, а скорее всего возвращаться в уже родную Абхазию. Таким был второй день года для абхазской столицы. Она, как и все ее горожане, встречала гостей. Элеонора Гилаян, Торник Амичба, Абаза ТВ.